Учительница одной из крымских школ оправдала депортацию. Инцидент произошел в школе села Тарахташ, Дачное, в 4 классе на уроке литературы. Школьникам дали задание подготовить рассказ о родственниках, участвовавших во Второй мировой войне. Я рассказывала о своем прадедушке и прабабушке. Когда я рассказала про депортацию, она остановила меня и сказала: «Сейчас Самира докончит свой рассказ, я вам расскажу, почему крымских татар депортировали». Я рассказала свой рассказ, и она начала. Она сказала, что крымские татары были предатели, потому что они помогали немцам еще раз захватить Крым. Я почувствовала взгляды своих одноклассников, мне стало неудобно. Мне было обидно то, что они говорят так про нас, то, что мы предатели. О случившемся на уроке дети рассказали родителям, которых возмутили подобные высказывания педагога. Вчера, когда моя дочь вернулась со школы, у нее не было настроения. Когда начали разговор, она, рассказывая историю, которая произошла у них в классе, заплакала, не смогла сразу рассказать. Ее это очень обидело, потому что моя дочь о своих дедушках слышала совсем другое. Служил в 166-м летном полку, был очень такой хороший механик, это как сердце самолета, который имеет кучу наград за освобождение там городов. Удивляет несколько другое, что это сказал не просто человек с улицы, не просто обыватель какой-то, да? Это говорит учитель, это говорит педагог. Во-первых, это те люди, которые являются авторитетами для детей, к которым прислушиваются дети, которые формируют у людей определенный взгляд на жизнь. В 4 А-классе учатся 16 детей, половина из которых крымские татары. Учительница, допустившая оскорбительные высказывания, классный руководитель 4 А. В Тарахташской школе она преподает недавно. Каждый год, в принципе, да, возможно, в преддверии даты окончания, да, как говорится, войны, эти темы поднимались. То есть не первый раз ученики на эти темы делают какие-то доклады, сочинения. Такое первый раз случилось. Это очень может сильно повлиять на психику таких маленьких детей. Они могут замкнуться от такой информации, чувствовать себя, грубо говоря, чувствовать себя как минимум неловко среди этого общества. И кто знает, какие к ним отношения будут рождаться, когда дети будут становиться взрослее. Получить комментарии руководства школы не удалось. Директор от беседы отказалась. Родители обратились за помощью к юристам и в ближайшее время намерены направить жалобу в правоохранительные органы.